вас приветствовать в Национальной библиотеке. Наш литературно-просветительский марафон «Русские писатели в Чувашии» продолжается. И сегодня у нас замечательный гость Михаил Михайлович Попов, писатель, поэт, преподаватель литературного института, секретарь правления Союза писателей, замглавного редактора журнала «Москва». И на его счету около 30 книг прозы, несколько книг поэзии. Он лауреат различных литературных премий. Книги его переводятся на языки разные. И мы сегодня с вами поближе познакомимся с нашим гостем замечательным. Но начать нам хотелось бы вот с чего. Мы накануне этой встречи проводили такую своеобразную викторину «Знаете ли вы творчество Михаила Попова?». И сегодня мы хотим наградить победителей этой викторины. У нас их двое. Значит, вот, наверное, Михаил Михайлович как раз вручит торжественно нам призы. Так, мы начнем с Марины Николаевны Кутамаровой. Вот, это такое первое место. Там есть книга, да, подписанная как раз книга Михаила Михайловича Попова, и она подписана тоже. Такой вот подарочек у нас будет. Так, и тоже первое место – это Ирина Алаторцева. Так, вот это. Так что вы сфотографируйтесь, да, вот для истории. Спасибо вам за участие. Садитесь. Сейчас такое время, очень большая нужда в умных читателях. Писателей больше, чем читателей. Так. Я надеюсь, что вы будете задавать вопросы, у нас еще народ подходит, но для того, чтобы как-то вот нам немножко прийти, да, в форму, давайте я начну, я задам первый вопрос, и потом уже вы подтянетесь. Что мне интересно, Михаил Михайлович, вот мне бы хотелось услышать о роли библиотек в вашей жизни, о том, как, может быть, помогли вам библиотеки в детстве, в юношестве, какие-то, может быть, у вас были любимые библиотеки, любимые книги, которые сильно повлияли на вот вас, как на человека, как на писателя. Вот хотелось бы, чтобы вы поговорили об этом, о том, вот, какие книги, какие библиотеки и вообще, что такое для вас библиотека. Ну, вы знаете, я родом из тех пор, когда мобильных телефонов не было, трудно представить, да и многого из того, что радует нынешних молодых и взрослых людей в мире, отсутствовало. Так что библиотеки это было почти, и книга это было почти единственное и самое лучшее развлечение. Я вот вспоминаю себя приблизительно второклассником. Я жил тогда в городе Гродно, это в Белоруссии, на границе с Польшей, и меня мама привела, записала в библиотеку, какая-то это была не школьная, какая-то районная библиотека, и там был страшный человек на выдаче книг. Она спрашивала всех, кто брал книги, кто читал их, она спрашивала содержание. Это просто прочитав каждый раз какую-то книгу, я как будто сдавал ей экзамен. И, честно говоря, если бы все другие работники библиотек занимались тем же самым, то я, наверное, навеки бы бросил читать и никогда бы в библиотеке не появлялся. Но были и совершенно другие люди. И как-то я уже жил еще в еще в меньшем городке, чем Гродно, в Гродненской области, и там довольно мудрая женщина посмотрела на меня, а я читал шаляй-валяй так. Ну, в общем, не очень меня это занимало, больше футбол, рыбалка, грибы, там, не знаю, всякое такое. И она мне дала книжку Джованьоли «Спартак». И вот я прочитал ее буквально за одну ночь.
и проснулся на утро уже читателем, таким профессиональным, серьезным, требовательным, и стал отыскивать книжки в библиотеках сам. Тогда же, приблизительно чуть позднее, я поступил еще до армии в сельскохозяйственный техникум. Это был небольшой поселок, мы много переезжали по этой Белоруссии, это был небольшой поселок, и в этом техникуме была библиотека, которая осталась была списана из какой-то воинской части, причем не советской, а польской. Там был уйма книг старинных, нерусских, попадались и русские книги, и немецкие, латинские, богословские, всякого рода такого. Это все стояло на полках, никому не охота было этим заниматься, а мне была охота. Я занимался и вытаскивал там совершенно невероятное издание, и в то время во мне, так сказать, открылся такой уже, собственно, исследователь книжный. Я помню удивительное издание Ницше 897 года. Это «Рождение трагедии из духа музыки». Представляете, сельхозтехникум и такая книжка. Никто ее с полки, конечно, не брал. Какой-то подросток, видимо, попробовал, открыл ее и, после, ознакомившись с текстом, написал химическим карандашом «Шиза». Но я ему не поверил, я эту книжку прочитал и до сих пор благодарен той самой странной библиотеке. Это происходило на тех землях, которые присоединены были к Советскому Союзу в 1939 году. То есть там еще была уже советская власть, но она была не вполне, что ли, устоявшаяся. Очень много было такого, что шло немножко вразрез с жизнью обычного советского населенных пунктов. Так что кресы всходние, так называемые. Я об этом потом впоследствии написал целый роман. Ну, в общем, экскурсов в библиотечное мое прошлое, наверное, достаточно, я уже сделал. Может быть, какие-то еще вопросы? Да, спасибо. Пожалуйста, вопросы? Ну вот у меня тогда следующий вопрос. Уже вот с чего начиналось именно ваше такое, сознательное, может быть, творчество, писательство? Вот как вы к этому пришли? Вы знаете, я к этому пришел, подгоняемый абсолютно объективными обстоятельствами. Я служил в армии, и в армии служить скучно было, довольно тяжело, но было свободное время, тем не менее. И я написал стихи. Я отправил их в окружную газету «За победу», она называлась, и мне неожиданно пришел гонорар. Гонорар был 43 рубля, как сейчас помню. Месячное довольствие военнослужащего было 3,80. Я понял, что я нашел свою жилу. То есть это крайне выгодно. Я всю армейскую службу писал стихи, но если серьезно, то именно там в армии почему-то меня прорвало, и я, выйдя на гражданку, сочинил стихотворений, наверное, с 500 и отправил в литературный институт имени Горького. Газета мне попалась случайно. Это «Комсомольская правда», где было напечатано объявление этого института. А дальнейшая моя жизнь, по большей части, будет связана с этим институтом. Я буду много раз возвращаться к разговору о нем. Я поехал в Москву, поступил, тогда это было, в общем, вполне часто случалось. И вот с тех пор я остался там жить, нашел себе жену, с которой живу до сих пор.
Ну, вот вы говорите, что это было так достаточно легко, но ведь конкурс был большой. Конкурс был большой, да. Там была такая система, конкурс был рукописи, чтобы не гонять по стране большое количество народу, было придумано, что работники литературного института оценивали качество рукописи. И уже если рукопись их устраивала, они приглашали самого студента в Москву. Мой год был не очень такой урожайный, работ 90 на место было. В общем, довольно серьезно. Но в театральных вузах намного больше конкурс был. Это, если посмотреть, даже сейчас, проходя по центру Москвы, вот я когда иду на работу, я мимо Щукинского училища прохожу, там в подворотнях это просто нашествие. Артистов не хватает, видимо. Так, пожалуйста, что еще? Да, вот. Вы знаете, это очень трудный вопрос. Определить своего читателя трудно и опасно, потому что ты начинаешь идти у него на поводу невольно. Ты следующую книгу пишешь уже в расчете, если ты ощутил, что именно вот этот читатель такого рода, он тебе нужен, то ты неизбежно потихоньку в угоду ему начинаешь как бы готовить продукцию, которая самому тебе не очень нравится. Так что это очень тонкий момент, когда надо не вести за собой читателя, но не идти, так сказать, не работать на него. Так что, но при этом нельзя совершенно оторваться от этого своего читателя, потому что сколько мы видели примеров, когда человек улетит куда-нибудь в империи и теряет всяческую связь с тем, что в чем нуждается читатель, и тогда, собственно, это гибель. Таких примеров много. А у меня был хороший способ проверить себя на большой выборке. Был такой журнал «Литературная учеба», к сожалению, сейчас он уже закрылся. Он в 1991 году, во время литературного бума, у него страшно вырос тираж за счет того, что там печатали новый перевод Евангелия. Тогда не хватало Евангелия в стране, и тираж был 1 миллион экземпляров. И я в этом журнале напечатал свою повесть. И я получил мешка 2 писем, 1 миллион экземпляров. И вы знаете, меня эти письма привели в ужас, потому что там каждое 3-е письмо было с финансовой просьбой. Ну, пишет человек, я проигрался в санатории в карты, пришлите денег закончить лечение. Ну, что ему ответить? И таких вопросов было довольно много, да. Но я понял, что обратная связь – вещь сложно организовываемая, и если она возникла, ее нужно культивировать как какой-нибудь редкий цветок. Это очень трудно. У каждого литератора свои приемы. Так что где-то вот так. Спасибо. Так, пожалуйста, кто еще что-то хочет спросить? Первая книга, вы знаете, это чаще всего по простому принципу происходит. Овладевает сознанием какая-то идущая изнутри, так сказать, потребность, идея, и невозможно сопротивляться. Надо взять и написать, да и все, чтобы отделаться, чтобы больше не мучило. То есть это чаще всего из желания отделаться, потому что иначе не даст спать, есть, пить. В смысле?
Ну, в связи с первой книгой, да, видимо? А это был сборник рассказов. Там было много разных, много было разных моментов. Я писал рассказы в период, когда Советский Союз, основные это свои, тогда те рассказы, когда Советский Союз рушился. И все было непонятно. Врут те, кто говорит, что представляли себе, чего им ждать. Никто ничего не понимал. Реальность наползала на всех, как этот самый гипнотизирующий змей на кролика. Ну, и это было, писание этих рассказов был способ хоть как-то привести себя в равновесие с реальностью. Ну, какой-то страх, какая-то... Ну, в общем, да. А сейчас это как-то по-другому? Вот чем-то отличается автор вот первой книги, первых книг и вот сегодняшний Вы Михаил знаете, Попов? очень большое значение, вот я приведу такое высказывание Мандельштама. Он говорит, что вся литература делится на разрешенную и неразрешенную. Он немножко упростил реальность. Есть еще заказная литература. Вот вспомните из истории искусства, что было бы со всеми Микеланджело, Рафаэлем, если бы не было миланских герцогов. То есть эти люди работали по заказу. Но важно, кто работает по заказу. Потому что, ну, в общем, действительно, да. И в то время, это было 90-е годы, это был такой своеобразный НЭП в литературе, новая экономическая политика. Появились вдруг какие-то подпольные конторы, которые снимали помещения в промзонах, какие-то печатали тиражи, всякая печатная продукция шла на ура, и они придумывали всякие невероятные серии книг. И я вот связался с таким, ну, одним из лучших таких издательств «Армада». Кстати, одна из книг, которая сегодня подарена, это «Паруса смерти», это пиратский роман. Я в детстве страшно любил романы про пиратов, и тут совпала моя детская любовь с финансовыми предложениями некоторых издателей. Тогда довольно прилично платили за это, в короткий довольно период. И я осуществил свою детскую мечту, написал про пиратов, и получилась книжка неплохая, выдержала 5-6 изданий. Ну, в общем, тогда вот довольно редкий в нашей литературной истории период, когда такая школа заказной книги существовала в более-менее натуральном каком-то таком возрожденческом варианте. Потом все кончилось. Потом, я помню, однажды в 1995 году я разговариваю с издателем, который мне предложил написать книгу там какую-то о чем-то. Мы с ним говорим, там тираж, то обложка, бумага, всякое такое. Вдруг бегает его помощник и говорит ему: все, бросай, пришло 3 вагона подсолнечного масла, все издательство закрылось. Так что всякое было. И тогда же мы вместе с моими друзьями придумали очень хорошую аферу, такую литературную. Это нужны были люди, готовые рискнуть деньгами. Были такие из издательства «Октопринт». Мы сочинили старинного испанского кабальеро Октавиана Стампаса, от имени которого написали 5 книг о тамплиерах. Вы, наверное, слышали о таких рыцарях в раннем Средневековье. И выдали это за его сочинение.
якобы на старопортугальском он писал, лингва франка, то, в общем, каких-то языках, тогда бытовавших в Европе в XIX веке. И на удивление эта шутка сработала. Где-то 3 раза это в Армаде, потом в Октапринте раз, в Армаде 2, и еще в одном издательстве это вышло. 5 томов. Потом нас разоблачили. Мы хотели уговорить какого-нибудь старичка, чтобы он согласился посидеть в кресле, там пожилой Октавиан Стампас. Мы стоим за его спиной, вот мы переводчики, но до этого не дошло, нас разоблачили раньше. Но это не повредило книгам, это наоборот хорошо, потому что когда скандал, это очень трудно организуемая форма пиара. Это не всякому удается, и люди, у которых есть такой талант по организации скандала вокруг своего творчества, они самые успешные. Так уж у нас складывается. Ну вот, собственно, это этапы моего профессионального пути. Так, пожалуйста, кто еще? Ага, Да, прошу вас. Я на батон с молоком. У нас в советской армии крайне неважно кормили, и я со своими друзьями, мы эти 43 рубля пропили на молоке. Да. Нет, ненадолго, но там у нас был буфет в части, но все равно это было приятно. Вы знаете, да, это трудно. Я понимаю, что это выглядит несколько неубедительно, но по-другому были и другие случаи, но в данном случае именно так. Так, пожалуйста. Вы знаете, Сенкевич, Крестоносцы и вот эта его трилогия. Я любил исторические романы. Если вы читали такой, как же его, Сабатини, капитан Блад. Да, конечно. Я даже написал типа пастиша Илиада капитана Блада. У него Одиссея капитана Блада. Ну, в общем, главное, я для себя вывел такое правило, самое важное в воспитании ребенка – это максимально разнообразное бессистемное чтение. Вот все, что угодно, там какая-то газета, энциклопедия, роман, потом какая-то ресторанная критика, потом опять роман, потом пьеса, потом все что угодно. Только это как-то гранит сознания, потому что когда ты тупо и однообразно читаешь вот собраниями сочинений, это не на пользу. Так мне кажется. Может быть, для других, так сказать, удачно складывается по-другому, но у меня именно так. Так, пожалуйста. Угу. Ваш рассказ, он возвращается, посвящен Владимиру Набокову. Угу. Творчество Набокова на вас оказало? Да. Это вот один из авторов, под таким эстетическим воздействием которого я находился довольно долгое время. Там в этом рассказе, как вы помните, Набоков приезжает в Россию, чего никогда не было. И я домыслил ситуацию, это то, что имеет право сделать литератор, такая свобода действий и для него позволительна. Но это небольшая перекличка с романом Набокова «Приглашение на казнь». И вообще любопытно было поисследовать, потому что он считал, что он возвращаться в Россию не должен никогда. И что это будет для него, так сказать, гибельно. Ну, я немножечко сконструировал ситуацию и посмотрели мы, ну ничего, так сказать, мне рассказ понравился и многим тоже. Сказали, что... А Набоков, это, конечно, про него, его апологеты, я сейчас немножечко отошел от почтения к Набокову, хотя все равно его очень сильно люблю, считают, что он относится к тому очень редкому типу писателей 20 века над Нобелевского уровня. То есть это писатели, как Борхес, там, скажем, Набоков, которые выше Нобелевской премии, для них это пол.
Они живут в своем мире, где общаются с самыми высшими идеями. Так что и я, к сожалению, не читаю по-английски. Вот хотел бы его английские романы прочитать, но вот это мне не удалось. Но у меня целая библиотека книг его, о нем. Это Брайан Бойд, это двухтомная его биография, где буквально по часам расписана вся его жизнь. Так что и вообще у нас в Литинституте таких фигур за последнее время было всего лишь несколько, которые оказали массовое воздействие на молодые умы. Так вот, Набоков один из них. Бродский еще. У нас были студенты, которые настолько увлекались Бродским, что писали стихи лучше, чем Бродский. Они настолько были пленены его манерой, она такая заразительная, она такая, так сказать, ядовитая, что называется, и легко воспроизводимая, но никто из них там, скажем так, не прозвучал. Так, дальше, пожалуйста, еще Да-да. вопросы. О, нет. Вы знаете, это глубокое заблуждение, что в литературном институте учат на писателей. Если у человека нет таланта, чему можно научить? Это бесполезно. Из него можно сделать неплохого литератора, редактора, там, какого-то человека, имеющего отношение к литературе. Мы, собственно, занимаемся тем, что обнаруживаем в молодом человеке какие-то потенции, какие-то его зачатки таланта и помогаем как можно быстрее их развить. То есть время учебы в литературном институте – это когда человек экстерном проходит систему влияния. То есть, когда я поступал, все читали Цветаеву, Пастернака, Ахматову. Неделя на Ахматову, неделя на Пастернака, неделя на Заболоцкого. Ты очень быстро проходишь, не тратишь время на изобретение бесконечных велосипедов, потому что их очень много в литературе, и очень часто литератор тратит бесценные дни и месяцы своей жизни на то, чтобы изобрести велосипед имени Набокова или Заболоцкого или Ахматовой. А мы их от этого избавляем. И даже не столько мы, сколько сами студенты, потому что самое интересное то, что из происходящего у нас в институте, это не то, что говорит мастер, который общается со студентами, хотя он там надувает щеки с умным видом, что-то изображает, а то, что студенты сами про себя говорят. Вот сейчас нравы стали помягче, какие-то более деликатные дети, а когда я учился, у нас неотложка дежурила во дворе института. Помню, одну такую Женю Рапопорт просто увезли в больницу с сердечным приступом, такой был семинар. Так что это довольно серьезное дело. Поэтому, когда все нападки на Литинститут, вот как можно выучить... Обычно нападают на Литинститут люди, которые не очень знают, в чем там дело. Примерно половина, мы как-то приблизительно прикидывали, примерно половина современной литературы прошла через литературный институт, другая половина не прошла. Ну и замечательно. И уйма талантливых писателей, которые никак не связаны с нашим институтом, ну и слава богу. А сейчас есть вот какие-то действительно талантливые студенты, вот вы смотрите на них и думаете, вот это вот писатель Вы знаете, будет. сейчас стало сложнее определять, почему? Потому что они более молодыми поступают. Это 17 лет. Ну, в 17 лет это надо быть Артуром Римбо или Лермонтовым, чтобы это проявилось. Потому что когда учился я, поступали с жизненным опытом, или кто в армии отслужил, на производстве поработал, уже люди с каким-то жизненным опытом. Если тогда можно было
с большой долей вероятности сказать, что вот из этого имерека вырастет что-то. Сейчас мы с меньшей степенью уверенности об этом говорим. Хотя талантливые ребята, конечно, есть. Они все очень быстро учат всякие слова. Они же параллельно еще и слушают лекции. У нас очень сильный преподавательский состав. То есть это традиционно. У нас как началось с 30-х годов, со времен Алексея Максимовича Горького, самые лучшие профессора преподавали в Литинституте. Ну, достаточно сказать, что Аза Алибеком Тахагоди приводила Алексея Федоровича Лосева. Ну, это крупнейший наш философский ум в 20 веке. Ну, вот даже такие люди. Там авторы всех учебников, по которым учились все филологические факультеты, все у нас преподавали. Поэтому наши студенты очень хорошо и быстро заучивают умные слова. И я вот прихожу, когда на семинар, я с некоторой опаской, потому что прихожу в общество людей, которые образованнее меня. А плюс к тому, они все знают английский язык, и не только английский, и поэтому, ну вот тексты посмотришь, пока жидковато. Ну вот есть такой вот, со временем созреют. Спасибо. Так, пожалуйста. Мгм. Там написано просто литературная работа. Почти никаких. Я дружу благодаря вот тому, что я работаю в литературном институте, с большим количеством, я знаком, правильно сказать, знаком с десятками. Ну и вообще, когда в профессии находишься 40 с лишним лет, знаешь ну, почти всех тех, кого имеет смысл знать. А друзей у меня несколько человек. Александр Юрьевич Сегин, такой, Александр Белай, он, который сейчас бросил писать. Ну, вот, скажем, приезжавший к вам пару недель назад, 6 числа. 6 числа, да, Геласимов, он очень хороший прозаик, но мы с ним просто шапошно знакомы, мы с ним, ну вот, знакомые люди. Так что друзей не бывает очень много. А приятных людей хватает. А кого вы любите как писателей? Кого вы читаете с удовольствием? Из современных не очень много, но, скажем, из самых последних, вы, наверное, знаете такого Алексея Иванова. Сейчас Конечно, его экранизируют. Да. Несмотря на то, что он полностью там, экранизирован, его издают чудовищными тиражами, несмотря на все на это, он хороший писатель. Очень неплохо я отношусь к публицистике Прилепина. Меньше он мне нравится как прозаик. Вот тот же Александр Юрьевич Сегин, которого я сейчас упоминал, он написал еще в те времена, когда мы были молодыми людьми, роман «Похоронный марш». Я считаю, что это замечательное произведение. С поэтами труднее, поэтов слишком много. Вот, у нас начали с какого-то времени, перестали платить за стихи, практически никто не платит за публикацию стихов. И в силу этого поэтов стало в 10 раз, в 100 раз больше. Знаете, ну, в интернете это стихи.ру, там их 1,5 миллиона, есть даже такое понятие «сетевая поэзия», о которой наши студенты отзываются крайне презрительно, хотя я совсем не понимаю, почему. Полоскова, по-моему, она, ну, по крайней мере, хоть что-то из себя представляет. Вот в поэзии умер король Бродский, вот когда новый не появился, и ни одной объединяющей поэтической фигуры на поэтическом горизонте как-то не просматривается, или я плохо вижу, там, может быть и так. А с прозаиками вот когда-то я любил сам детективы Акунин, теперь читать не могу, это ужас какой-то, он воспроизводит, ну,
просто свое желание писать только и всего. А вот вы как заместитель главного редактора журнала «Москва», наверное, как-то сталкиваетесь, да, тоже с каким-то самотеком, вам приходят какие-то произведения. А бывает что-то вот действительно замечательное вот в таком Да, бывает, самотеке? бывает. Вы знаете, редакторская радость, она не меньше, чем авторская. Когда откроешь какого-нибудь писателя серьезного, способного, носишься с ним как с писаной торбой. Вот везде предлагать начинаешь. Это очень радует. Поэтому мы свой самотек просматриваем внимательно. У нас вот сейчас стало в разы, конечно, меньше, в силу того, что тираж у нас всего 1500 экземпляров, но и пишут нам, соответственно, меньше. Но журнал так как-то существует. Да, у нас он тоже есть, у нас его читают. Так, пожалуйста, еще вопросы? Знаете, я в музыке все очень просто. Я старый рокер, я в тех временах остался, где Алиса, Агата Кристи, это самое, ну, ДДТ, Наутилус, ну, все вот это и вокруг. Современную музыку я слушаю, но что-то не очень понимаю. Так же, как современная классическая музыка, я закончился, мое, так сказать, восприятие на Прокофьеве. Вот все, что после Прокофьева и Шостаковича, для меня китайская грамота. Ну, Губайдуллин. Я даже знаком был с несколькими композиторами. Такой был Вячеслав Артемов, из модных, друг Губайдуллина, и вот Эдисона Денисова. Ну, да, я с ним знаком, водку пил, но музыки его не понимаю. Да. А в кино, ну, из современных мне больше Ларс фон Триер нравится. Это по-моему, человек гениальный. Хотя тоже не все фильмы. Ну, кино сейчас настолько мощное. Вот я даже фамилии этих молодых корейских режиссерш не вспоминаю, но очень сильные фильмы какие-то. Мир кино очень расширился. Если в литературный мир мы как-то, европейцы, по большому счету, никого, кроме японцев, не пустили, то в кинематографически ворвалось огромное количество талантов, которые ни на что не обращают внимания. И тут я просто потерял ориентиры. Да. Так, пожалуйста, еще вопросы? Вы знаете, по-разному. Есть книги, мною написанные буквально за месяц. То есть книжка. А вот на кресах всходних, это в переводе с польского «на восточных рубежах», это вот Западная Белоруссия и Западная Украина, которую в Польше всерьез считают своими историческими территориями. Там было так. Я приехал молодым человеком в 1965 году, ну, еще мальчиком, в Белоруссию с матерью из Казахстана. И ну, жил как-то там. Там же ведь страшные вещи. У нас не очень отчетливо как-то об этом всем пишут. Даже разные части Белоруссии по-разному пострадали во время войны. Если в Могилевской и Гомельской области погиб каждый пятый, то там каждый третий. Это было чудовищный замес на этих кресах всходних. Там было только несколько видов партизанских отрядов. Там были партизанские отряды, которые оставила советская власть, это где руководителями были политработники, партизанские отряды армии Краевой, поляки, армии Людовой, были еврейские партизанские отряды, что, кстати, довольно странно, но они в основном занимались тем, что они охраняли свое население, так сказать, вооруженные люди, и там количество конфликтов было,
чудовищный. И вот я лет через 20, в 65-м году, когда я приехал, там еще все это было живо. И вот не так, что меня вот останавливал каждый прохожий и говорил: послушай, мальчик, я тебе расскажу про войну. Ну просто из разных обмолвки, разговоры, что-то еще такое. В плотной этой среде, когда я находился, там на одной улице мог жить полицай, освобожденный в 1959 году, когда их начали освобождать, бывший партизан, красноармеец. То есть люди, которые прошли через такую вражду, они были просто соседи. И вся эта вражда еще, так сказать, не очень-то кончилась. И вот я как-то это все запомнилось. И потом, лет 6 назад, я помню, был на отдыхе в Семиизе, это все стало возвращаться на уровне галлюцинации, какой-то сюжет стал строиться, какие-то фамилии возникли, всякое такое. И я быстро в течение 10-11 месяцев написал книжку 600 страниц. Вот она вот так вот вышла. Хотя я давал себе слово никогда не писать о войне. Ну, кто имеет право писать о войне, кто хотя бы как-то понюхал порох. Тут даже эту клятву нарушил. Ну вот такой роман вышел, даже какой-то у него свой успех был. Там премия, большая литературная премия России, премия Распутина, там премия большая Ясная Поляна, там финал. Ну, в общем, вот это такой... А было просто, садишься, утром принял холодный душ, садишься, это еще машинки были. Ну и вот этот пиратские романы писались лихо, там, по-разному. Так, пожалуйста. Угу. Тянет, но я никак не соберусь поехать. Я жил в Гродно, а потом немножко на север есть такой поселок Сапоцкин, а рядом с ним поселок Голынка, где было организовано местными жителями еврейское гетто, и где всех евреев истребили. То есть там было немного, человек 70, и я знал людей, пару литовцев, которые участвовали в этом истреблении, которые отсидели несколько лет. В общем, там все это, если распутывать, то великолепные писатели Василь Быков, там, скажем, Олеся Домович, Богомолов, вот в августе 44-го, это как раз действие происходит в тех самых местах, про которые пишу я, но они немножко в другом ракурсе. Вот я вам просто перескажу короткий сюжет короткого рассказа Быкова. Называется «Свояки». Мать узнает, что ее дети собираются уйти в партизанский отряд. Она идет к своему свояку, начальнику полиции. Говорит, ну, чтобы он с ними поговорил, что не надо, мол, опасно. Тот приходит и их расстреливает. Мать в ужасе бежит, до ближайшего колодца падает. Ну, это обычные дела. Это вот ничего особенного. Это вот то, как там все происходило. Очень с большим уважением. Он очень хороший писатель. Сотников просто сильный очень, да. Вы знаете, литература, она сама по себе целый мир. Поэтому искать что-то за пределами... Ну, я очень люблю футбол. Вот так, если это то, о чем вы спрашиваете, то да, я страстный болельщик и всячески рыбалкой не интересуюсь, хотя это почти главное развлечение у прочих писателей. Многие занимаются рыбалкой. Так, пожалуйста. Угу. Еще что-то, да? Спасибо.
Ну, роль печатной прессы, конечно, упала. Об этом нечего и говорить. Если там 30-40 лет назад каждая публикация, я уж не говорю в «Правде» или там в «Известиях», а в литературной газете могла сделать статья о каком-то поэте, скажем, писал Солухин об Ольге Ребровой, она просыпалась знаменитой. Теперь и тиражи были там 5 миллионов экземпляров. Теперь это, ну, сколько там, 15-18 тысяч. Это приближается к стенгазете. То есть там это, конечно, посолиднее, чем заводская многотиражка, но что-то из этой области. Хотя там работают, что удивительно, люди, которые 30 лет назад работали, которые умеют работать в условиях такой вот настоящей влиятельной газеты, они до сих пор там работают, но вынуждены мириться с таким своим положением. Спасибо. Нет. Никакого. Детей надо беречь от моих стихотворений. Это пусть сами потом вырастут. Не надо их в нежном возрасте, когда они очень ранимы, их подвергать воздействию. Я успешным поэтом себя не считаю, хотя закончил я как раз поэтический семинар в литературном институте. И там диплом с отличием, все такое. И старт у меня был хороший. Это такой день поэзии 80-го года, когда так сказать, День поэзии – это такое издание, где все поэты страны печатались, кто больше, кто меньше. Ну, у меня там целую страницу напечатали. Мне позвонил Рюрик Ивнев. Это, ну, если так объяснить, каким образом, это приятель Есенина. Он был уже очень пожилой, и он захотел со мной встретиться. То есть это рукопожатие через поколение от Сергея Есенина. Ну вот и встретились, ну и все. Ничем особенным это не кончилось. Так, пожалуйста. Да-да. Это многие критики считают, что это существенно очень разные типы текстов. Наверное, поэтически сгущеннее. То есть единственное, что в прозе человек... Я, например, иногда устаю от своей болтливости. А в стихах так нельзя. То есть там, если почувствуешь, что какие-то появляются лишние слова, надо все зачеркивать и начинать все по-новому. А в прозе надо немножко поболтать, потому что читателю будет неинтересно. Когда кормить только ядрами какими-то, это не очень здорово. Только Александру Сергеевичу Пушкину удавалось написать такой безошибочный прозаический текст. «Капитанская дочка». Я вот проводил семинар, и мы выясняли с моими студентами самый лучший русский исторический роман «Капитанская дочка», самый лучший роман воспитания «Капитанская дочка», самый лучший приключенческий роман «Капитанская дочка», и всего 100 с чем-то страниц. И все есть. И как-то удивительно удалось ему не сказать лишних слов. Да. Пришвин говорил так, что я родился в Ельце, на своей настоящей родине, и читаю «Капитанскую дочку». Так, пожалуйста. В кино меня привели. Режиссер
Дмитрий Светозаров, у него была жена, прочитала мою повесть, которая вышла, давай поговорим, в 90-м году в каком-то журнале, в журнале «Московский вестник», и предложила ему прочитать, и он просто набрал мой телефон, не могли бы вы приехать. И я погрузился в мир кино в то время, когда был большой развал в стране. Я как-то так узнал его с темной, как бы сказать, стороны. Это Дмитрий Светозаров, это сын Хейфица, который снял «Дама с собачкой». То есть это такая породистая киношная семья. Ада Ставицкая, продюсер киностудии «Панорама». Ну вот я для них написал сценарий этой повести. Там, знаете, что интересно в кино? Когда ты только пишешь сценарий, за тобой присылают машину, ты там, внимание тебе всяческое оказывается. После, на заключительном банкете ты сидишь не там, где режиссер, исполнитель главной роли, там, где осветители. То есть нужды в тебе нет уже, ну, по крайней мере, так получается чаще всего. Потом мы с режиссером сочинили еще один сценарий про городских цыган. «Гаджо» назывался такой фильм. Первый, кстати, получил приз на киношоке, да, гран-при, там, это, и в Канаде его послали. Я в качестве приза, они там разрешение в течение 10 лет посещать бесплатно муниципальный кинотеатр. То есть, я говорю, большое удобство. Чуть что тебе в кино, поехал в Канаду, бесплатно сходил. Да. Ну, «Гаджо» про цыган городских. Ну, это фильм был менее успешный. Ну и потом я просто понял, что работать на режиссера. Помните фильм «Раба любви»? Там вот этот самый сценарист, который с такой прической, я все перепишу. Ну, в общем, звонит режиссер вечером, говорит, нужна сцена, рассказывает параметры. Там. Я всю ночь, ночь сижу, работаю. Утром звоню радостный, так, продирая, он зевает, говорит, мы передумали, не надо этой сцены. Ну, в общем, довольно служебный характер этой. Есть и такие вот союзы, как у Михалкова и Адавашьяна, когда единомышленники, и они творят вместе, но это видимо, интересно. Ну, на моем пути не встретилось. Чтобы было интересно, нужно личностью представлять. Ну да. Михалков с Адавашьяном. А бывает такое, что издаются книги на свои деньги? Да, сейчас даже большинство книг издается или на свои деньги, или на деньги какого-нибудь спонсора. Это очень часто как раз профессиональные литераторы издаются так, чтобы получить гонорар. Или хотя бы, чтобы книжка вышла за счет издательства. Когда книга издается за свой счет, все это понимают, и это немножко считается, ну, как бы, под сомнение ставится немного ее уровень. Думаете, вообще у нас в России, в стране можно прожить на литераторских трудах? Смотря какой. Есть у нас литераторы, вот тот же Акунин, он сказал, что его денежная составляющая Нобелевской премии не интересует, он зарабатывает больше. Он живет себе нормально. Вот тот же Алексей Иванов, про которого я говорил, он более-менее обеспеченный, не так, как Акунин, но более-менее обеспеченный человек. Но большинству приходится преподавать, какую-то выполнять другую работу. Вы как-то себя поощряете или наказываете, когда хорошо, когда не получается? Наказываю. Я не буду рассказывать, как именно, но бывает, да. И хотелось бы услышать ваши стихи в авторском. Ой, вы знаете, я их не помню все наизусть. А мы, наверное, не взяли у нас.
Да, С я, собой я, нет, к сожалению. Я из тех, кто на свои стихи наизусть вот как-то плохо помнит, а читать сбивчиво, ну это только портит. У нас просто разобрали все книжки, все, что было, вот, готовились, видимо, к встрече. Была у нас книжечка стихов, но вот взяли ее. Да. Так, пожалуйста, еще вопросы? Что? А вы знаете, я даже не верю, что этот процесс как бы завершился. Когда человек говорит «я писатель», это все равно, что он говорит «я красавец». Писателем могут признать только читатели. А вот вы сейчас и решите здесь писатель и Да, конечно. Ясно, что вы любите Набокова. А с кем вот из писателей вы бы вот гуляли тут по набережной, беседовали, чьи мысли у вас иногда в голове мелькают? Ну, имеется в виду из каких-то прежних, да, писателей? Мгм. Вы знаете, мы в институте, ну, всегда там молодые люди, там что-то в голове бродит. Мы придумали, с кем было бы интересно выпить из классиков русской литературы. Ну, Пушкина мы не трогали, как наше солнце. Лев Толстой замучил бы нравоучениями. Достоевский закатил бы истерику там какую-то. Лермонтов вызвал бы на дуэль. Там, ну, что-нибудь такое. И мы пришли к выводу, что только Алексей Константинович Толстой, вот, который «Князя Серебряного» написал Козьму Пруткова. Вот был уравновешенный, такой очень симпатичный человек, остроумный. Так что с гениями всегда очень тяжело. Это невыносимое бремя. Я не скажу, что кого-то знал так впрямую, но... Ну, Губанов, такой был поэт, смагист, Леонид Губанов. Ну, вот это был. Или Довлатов. Но он, правда, сильно пил, и когда начинал пить, то я его однажды видел в таком состоянии, я просто убежал. Он огромный был такой. А я еще молодой человек, да. Мгм. Мгм. Вы знаете, я действительно с Украины, из Чугуева, из-под Харькова, моя мама из Харькова. Я очень расстроился, когда началась эта война. Просто очень. Ну, там Ивановы, Петровы убивают нечаянных Петренок. Но и война, конечно, жуткая штука. Но есть на свете одна вещь, которая хуже, чем война. Это проигранная война. И мы сейчас в состоянии, когда мы должны... Моя страна, как говорил Уолт Уитмен, он, правда, про Америку говорил, естественно, не про Россию. Моя страна воюет. Поэтому я без восторга, без шапкозакидательства, без лозунгов. Ну, так сложилось. Я в Берлин не собираюсь. У нас сейчас проходит фестиваль, вот сегодня как раз открылся, он называется «Выставка-фестиваль современной полиграфии Авантитул». И у меня такой вопрос, а вот вы принимаете участие в создании именно книги? Там вот какая должна быть обложка, выбор иллюстрации, что-то еще? Или это не входит уже в писательские Вы задачи? знаете, есть авторы, которые, собственно, сами же и художники. Это счастливые люди, они создают книгу целиком. То есть они могут нарисовать иллюстрации. Есть авторы, которые вмешиваются в работу художника.
Поскольку мой отец был художником, мне ничего от него не перепало. Он был настоящий профессиональный художник, баталист. Я в этом смысле уже точно выяснил про себя, что мне не нужно мешать профессионалам. Поэтому иногда мне везет с изображением, иногда нет. Ну, однажды мне выпустили роман исторический, где, в общем, был перепутан в Египте Гиза и и Северный Египет. Короче говоря, взяли, написали, кстати, Жукова в фуражке со свастикой. Ну, понятно. Такая глупость. Ну, на наш не все Никто не читатели заметил. просвещенные, это как-то прошло. Ну, что делать? А название бывало, что меняли вот по требованию, там, ну, по просьбе издательства? Я даже фамилию менял. Один издатель почему-то решил, что английская фамилия, это было лет 20 назад, английская фамилия будет больше подходит к моей книге. Я немножко посопротивлялся, а потом сказал, ну ладно, пускай будет у меня и такая книга. И какая была? Да, и они под фамилией Майкл Поуп выпустили. Ну, никак это на продажах не отразилось, и с тех пор я больше к такому не прибегаю. Но прекрасно знаю, что если художник почувствует что-то, если он вложит свой творческий импульс, конечно, книга будет лучше. Это всегда на пользу, и это очень важный момент работы художник, да. Ну да, вообще как выглядит, да, книга? Да, Вот да. ты подходишь там в магазине, и как бы, Есть такие предположим, запоминающиеся оформления, это надо благодарить художников, да. Да. Так, пожалуйста, еще вопросы? Мгм. Знаете, это очень хороший вопрос. Скажем, тот же Набоков, о котором здесь упоминали, он вообще не садился писать до тех пор, пока не представлял себе все эпизоды отчетливо. Есть писатели, которые считают, что если все ясно, так а зачем писать тогда? Так, неинтересно. И сам Александр Сергеевич Пушкин очень удивлялся поведению Татьяны, что она выкинула. Да? Так что иногда персонаж начинает сопротивляться и не хочет подчиняться воле автора. Приходится убивать. Но не всегда можно убить, это будет не так понято. Так что это всякий раз это какой-то конкретный случай решается по-своему. Да. Как вы ощущаете вот это вот свое взаимодействие с персонажами, взаимоотношения, может быть, сопротивление, например, как это происходит? А вы знаете, если я навязываю персонажу какое-то несвойственное ему поведение, он как-то блекнет. Вот он начинает, идешь за персонажем, пока он живой, яркий, он сам себя ведет. А как только ты его принуждаешь к несвойственному действию, он становится неинтересен. И тебе самому неинтересно с ним общаться. Да. Вообще герой, так вот перечислить, я однажды с какими-то, как сейчас помню, венгерскими школьниками, мы разговаривали про русскую литературу, они изучают русский язык, русскую литературу. Я у них спросил, а какой самый ваш любимый русский персонаж? Они говорят, Обломов. Я спрашиваю, а кто автор романа? И никто не мог вспомнить. А вот герои знали все. Так что иногда этот самый персонаж затмевает автора. Не знаю. Вот, скажем, Шерлок Холмс, ну, явно крупнее Конан Дойля. Ну да.
Ну вот в связи тоже с Шерлоком Холмсом у вас есть замечательная повесть, ну я ее читала как повесть, как раз «Последнее дело Шерлока Холмса». Вот. И ну, вот этот своеобразный такой диалог, что ли, с Конан Дойлем, и не только с Конан Дойлем. Вот как это вообще возникло? А у меня иногда бывают такие вот повороты в голове. Я вдруг как-то насмотрелся разных версий Конан Дойля, одна, вторая, третья, там четвертая. И мне больше всего нравится, кстати, как ни странно, наша версия вот с Ливановым и с... Да, эти современные модернизированные меня что-то не удовлетворяют. Англичане там снимали, и Джон Дауни-младший, и еще там этот Камбербэтч, да. Талантливо, хорошо, все нормально, но и я решил написать повесть, которая свою версию дать этих самых отношений Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Я, например, считаю, что доктор Ватсон ничуть не менее важная фигура, чем Конан Дойль. И ну, сейчас это трудно объяснить на пальцах, но мне показалось, что у них отношения были такого рода. Конан Дойль хитрый, Шерлок Холмс только, да? Не Конан Дойль, а Шерлок Холмс, Холмс. да, правильно. Да. Шерлок Холмс, он ничего не расследует, он просто с группами лондонских актеров разыгрывает сцены, которые потом заставляет описывать Ватсона. Ну и, в общем, такая мысль. Ну, в общем-то, один из вариантов – это бесконечный Шерлок Холмсианы. Но там ведь еще и русская литература, что интересно. Да, там еще и братья Карамазовы. Да. Да, там, да. Ну, как-то так все слепилось, несмотря на то, что, как казалось бы, много всего, но вроде там все стройно распределено. Да, там она небольшая еще такая, очень красивая, компактная вещь. Там по ней пьесу написали, вот ставят, никак не поставят. Это в Московском театре. Этот ковид, страшный мой враг, он... Да. Кто-то еще Так, что-то? пожалуйста, еще вопросы? Угу. Вы знаете, я не спартаковец, вот сразу вам скажу. Спартак Джованьоли сам по себе. Знаете, моя трагедия в том, что я стал болеть в то время, когда я жил в Казахстане. И болел я за Алма-Атинский Кайрат. Они никому ничего не скажет. Это такая, и сейчас уже полузабытая казахстанская команда. Но оказывается, вот болельщицкая любовь, она как Навсегда. Навсегда, да. И вот Кайрат никогда не станет чемпионом у нас. А спартаковцев, у меня все мои знакомые делятся на армейцев и спартаковцев. Это я прекрасно понимаю, да. И Спартак все равно самая привлекающая внимание личность в нашем футболе. Так, пожалуйста, еще. Да. У меня, знаете, довольно долго был такс такой, Гриня. И это был совершенно невероятно остроумный такой, подлый такой пес. Очень я его любил. Ну вот он ушел. А потом приблудилась кошечка. И живет сейчас у нас. Так аккуратно вписалась в нашу жизнь, как незаметно, как кошки это делают. Но кошки приходят к женщинам. Собак человек завел, когда ему стало трудно охранять эти стада свои большие, а собака великолепно выполняла обязанности, то есть в пастушеские времена. А кошка приходит в пещеру уже или в хижину к женщине, та ее подкармливает чем-то. Поэтому я так считаю, что
Вот я не нашел общего языка с кошкой, она меня считает большой обслугой. Ну, да, иногда кормит, а так. Муська. Ничего. Да. А сразу назвалась как-то так. Да. А у вас есть какие-то любимые места, вот, где вам хорошо? Ну, вот, город какой-то или еще место, может, какое-то? Да вы знаете, таких, чтобы я пришел и сразу там, сейчас я пытаюсь такое место найти. А вообще, знаете, Сокольники. Вот. Да. Я еще в институтские годы стал туда часто ездить да, по необъяснимым причинам. Это удивительный парк. Он же недалеко от центра Москвы. И он на вершине большого этого Лосиного острова, который как клин в Москву входит. И там до сих пор живут эти самые, там лось может попасться, лисица, белки, уж, зайцы, это само собой, особенно в будние дни зимой. Там пусто, но ночи хорошо. Там вот я как-то, смысл Москвы там немножко открывается. Так, пожалуйста, еще что нам интересно? Еще есть, да, есть. Да, ждут свою. Ну, немного, и я никогда не писал с такой задачей, вот, чтобы меня обязательно там не сдали. Я еще при советской власти в 1987 году закончил роман о сумасшедшем доме Акащенко. Это знаменитая больница Алексеевская. Ну и вот благополучно напечатали, там никаких, там была, собственно, сама Канатчикова дача, которая дала, с чего началась Алексеевская больница. Это купец Канатчиков построил огромный дом, чтобы, ну, как-то утешить свою с помраченным сознанием возлюбленную. И, ну, вот я в этом отделении находился в силу там каких-то обстоятельств, описал все это издали. В 1988 году вышел роман. Я за него получил премию за лучшую книгу молодого писателя. То есть это к вопросу о том, что при советской власти ничего не издавали. Хотя, казалось бы, тема такая. Ну, это пир, да? Угу. Угу. Больница, да. Угу. А есть что-то, вот, о чем вам хочется написать, но вот как-то это где-то там еще пока витает? А вы знаете, с годами это вот история моего рода, вот, мои прадеды, два прадеда уехали из Чугуева на Алтайский край по Столыпинской реформе. Ну и там тоже такие коллизии. Один пошел к партизанам, когда началась революция, другой к белогвардейцам. И там тоже такое Мочилово, там семейное предание очень густо политое кровью. Надо было во всем этом разобраться, но пока никак не возьму старт вообще. Ну, посмотрим, как это будет, да. Мама была преподаватель иностранных языков, и один тот факт, что вот она сама знала английский, французский, а меня не научила, это говорит, что она была не гениальный педагог, но я ее очень люблю. Так что, ну, она уже скончалась. Ну, нет, да, вот так и не был, да. Сейчас там как раз бои идут. Сейчас и не поедешь. Ну вот вообще всегда говорят, что для писателя очень важно то, что происходило в детстве. То есть вот этот какой-то мир, да, который открывается именно перед ребенком, еще не взрослым человеком, который потом, собственно, и делает его писателем. Вот вы согласны с этим?
Что именно мир какой-то Я, в детский. принципе, согласен, это действительно так, но только не на 100%. Да. И есть писатели, которые от собственного детства как-то не очень зависят, хотя большинство зависит. Это у вас Анатолий Алексин написал, мы родом из детства, и это правда. Так что когда деревья были большими, это правда. Я правда, сейчас не вспомню, какое мое произведение. Нет, была у меня такая небольшая повестушка про раннее детство. Но я не большую часть своего творчества, так сказать, если так можно сказать, вообще про себя, посвящаю воспоминаниям детства. Может быть, и зря. Может быть, и зря. Ну, может, еще придет что-то, да, такое? Да. Мгм. Так, пожалуйста. Мгм. Знаете, я расскажу это на примере не своей семьи, а семьи значительно более известной. Это как-то сидит Михаил Афанасьевич Булгаков, а Елена Сергеевна что-то говорит: Миша, сходи там в это самое. Он говорит: я работаю. Она говорит: тоже мне Достоевский. Так что даже Булгакова в своей семье гением не считали. Поэтому, когда надо косить газон, я беру эту машинку и... Так, что еще, пожалуйста? Перед... Вот вы знаете, вы говорите прямо, мы сегодня переходили с этажа на этаж, мне позвонила жена, она верстку моей книги стихотворной отправила издателю, так что, да, так что у вас будет возможность почитать, да. Так, пожалуйста, что еще? А как вам вообще наш город? Вы ведь первый раз тут? Я первый раз, но о Чебоксарах много слышал. Мгм. И был подготовлен, что город мне понравится, он понравился. Мы сегодня погуляли. Нет, в самом деле есть города, я не буду называть, что-то там такое в них есть, то ли угрюмое, то ли несерьезное. А здесь такое ощущение, что уютный, на берегу большой реки, широкие улицы, зеленый. Ну, как-то душевный город. В общем, мне он понравился. Да, спасибо. А вы общаетесь как-то, как писатель, с детской аудиторией? Бывает Нет. такое? Ну, наверное, нет, потому что не Да. писали, да, ничего? Да. И я считаю это вот своей слабостью, потому что с детьми надо уметь общаться, и как-то надо с ними разговаривать, не сюсюкать, одновременно и не и какую-то... Ну, в общем, это целое искусство, и я очень завидую людям. У меня есть знакомые, которые прекрасно общаются с детской аудиторией, и, по-моему, они с огромным удовольствием это делают. Я этого удовольствия вот лишен, да. А вот сейчас ведь как-то очень многие писатели пишут и для детей тоже, да? Вот как-то взрослые, ну, как мы их называем, писатели. У вас не было такого желания? Ну, Что-то не есть писать. такая формула, что для детей надо писать так же, как для взрослых, только Ну, лучше. лучше, да. Да. Ну, во-первых, все книги со временем, или почти все, со временем становятся книгами для детей. Это да. Да.
вот дети вообще как корпорация, они мудреют, умнеют, и с какого-то возраста начинают понимать даже больше, чем им следует. Так что они серьезные книги читают. Нет, просто вот даже ваши приключенческие какие-то истории, их же можно было как, ну не то что их, а вот просто что-то подобное писать для детей. Мне кажется, это интересно было бы. Ну, для подростков. Надо подумать, да, надо подумать, Потому да. что как-то вот, ну, мне кажется, хорошо бы получилось. Надо потому что подумать. Вот это как-то такое даже не расширение, а просто, мне кажется, это естественно было бы для вас вот, в чем-то. Потому что Да. действительно для детей надо писать хорошо, вот, Да. и для подростков. И если интересно читать такую книжку, вот я всегда это говорю, если детскую подростковую книжку интересно читать взрослому, значит, это хорошая, ну, хорошо написанная, классная книжка. Вот. И мне кажется, что вот... Это я в свое время страшно любил читать про капитана Врунгеля, если вы помните такое. Была еще замечательная книга детская про Хаджуна Средина, это Соловьева. Да. Ну, вот такие книги, они как алмазы. Вот, А они же тоже не совсем детские-то, в принципе. да, в том-то и дело, они Да, не но совсем вот детские. Да. читаются очень хорошо, именно вот подростками, детьми, да, тоже интересно. Или «Три мушкетера». Ну, это вообще как и взрослые, и дети. Да, да. Но сейчас, правда, «Трех мушкетеров» читают многие с трудом. Вот дети, которые берут, ну как дети. Эта книжка, кстати, чуть ли не в списке внеклассного чтения в каком-то классе, таком не очень еще взрослом. И вот им, когда приносишь ее, они так с ужасом смотрят, она же Толстая такая. толстая, да. И очень многие как-то вот уже не получают того восторга, который вот мы получали, да, подростки, как-то по-другому они его воспринимают. Хотя кому-то нравится, да, не всем так. Но просто вот что-то изменилось все равно в восприятии каких-то книг, которые вроде были взрослыми, потом стали детскими, а сейчас они опять стали взрослыми. Как-то вот такой процесс. Ну, диалектика такая, да. Интересно тоже, да. Мгм. Вот. И опять же, ну вот вы общаетесь со студентами в литературном институте, и в принципе вот как-то ну, вот это общение, оно вам что-то дает? Конечно, 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 конечно. Это нормальный вампиризм такой, когда напитываешься от детей какими-то их молодежными идеями. Вообще они как-то свежее думают. Надо иногда их опускать с небес на землю, но лучше пускай порхают, летают, и очень много любопытного. Да. Вы знаете, бывает такое, бывает. И этот друг, он очень умный человек, и писал хорошо, и карьера его складывалась нормально, а потом какое-то внутреннее сопротивление, это не то, что нехватка сюжетов, какая-то внутренняя проблема. Он сам не рассказывает, я внутренне лезу, но понятно, что это... Если бы он сумел об этом написать, почему он перестал писать, это было бы страшно любопытно. Так что это целое проблемище, да? Да. Да вы знаете, на мой взгляд, самая лучшая литература сейчас английская. Да, я согласна. Джулиан Барнс такой есть, великолепный писатель, там, Даниэл Кис, там их много. А из последнего у меня на столе лежит 1200 страниц, это «Бесконечная шутка». У нас есть этот роман тоже, да. Но он Ну, такой... я, честно говоря, в некоторой отропи. Там на протяжении 12 страниц
герой наблюдает, как таракан лезет в вентиляционное отверстие, потом вылезает. Ну, при этом вот так построчно, все это написано талантливо, это видно, что человек, но занимается делом, которое меня не может заинтересовать. Хотя он считается там одним из лучших писателей Запада на грани веков. Если что, у нас эта книжка есть в библиотеке. Приходите, Да, она такая да. здоровая. Так что И Барнс у нас есть да, много. да. Несмотря на то, что мы сейчас с ними в плохих отношениях, читать надо все. Вот что я говорю своим студентам, самое глупое дело это замыкаться в каких-то своих рамках. Вот это меня интересует, а вот это мне ну, знать надо, профессионально знать надо все. Даже про этого таракана. Ну, вот такой таракан. Ну, вдруг, наверное, там какая-то глубочайшая мысль, но я ее не могу ловить. Вот, хоть Там просто не только про таракана, там она такая в этом смысле, да. Да. Но это к тому, что вот мы с вами все будем иметь в виду эту книжку и когда-нибудь ее прочитаем. Да. Да. Вот. Мгм. Так, пожалуйста, да. Надо Татьяне, какой-то приз Татьяне Юрьевне вручить. Я знаю, что в институтах у преподавателей, ну, как бы, заставляют писать статьи, да, научные, а вот литературный институт, что это такое, есть? Там заставляют прозу и поэзию писать. Конечно. Нет, у нас много кафедр, там кафедр 10-11, там, и есть академическая какая-то нагрузка, там доктора, доценты, кандидаты, какое-то количество публикаций, индекс цитирования, это все есть, да, действительно. И у нас довольно живое, мы конференции проводим, была блестящая по Иннокентию Анинскому конференция, не так давно по Бадлеру была конференция. Ну, в общем, нет, это институт, помимо вот нашей возни в песочнице со студентами, живет такой бодрой академической жизнью. В общем, там довольно любопытно все происходит. И отчеты тоже пишете. Отчеты пишете тоже? Ну, меньше, чем В других вузах, у да? нас есть несколько человек, которые перешли из Московского государственного университета, говорят, что у нас намного легче. Нас не мучают этим. А потому Хотя что у вас... что-то надо, годовой отчет, там, это немного. У нас были самые райские времена, когда мы принадлежали к Союзу писателей. Вообще никаких отчетов, это полное всевластие мастера, члена Союза писателей, руководителя семинара. Ну, в общем, сейчас приходится, да. Нам всем говорят, сделал что-нибудь, запиши, не сделал, запиши дважды. Теперь все снимать надо, там фотографии. Так что вы мне пришлете несколько фото? Конечно, обязательно. Так, пожалуйста. Выпускники вашего вуза, филфак МГУ в сравнении, или вам трудно сказать, что... Трудно. Я в МГУ не преподавал, но должен заметить, что филфак МГУ это серьезная фирма, так что наверняка по части чисто академической подготовки они на наших побьют студентов. Но по части писания стихов и прозы, Ну да, так что конечно. нет. Вот во время вашей возни в песочнице с нашими студентами язык, сам язык произведения будущих писателей, он как вырабатывается? Вот он так и вырабатывается. Приносит человек рассказ, и мы начинаем анализировать и текст, и сюжет, и систему персонажей, и все. И это довольно долго и придирчиво все к этому так относятся. И в этот момент идет обработка
творческого сознания этого автора. Так что он не то чтобы сказал, вот я понял, это на 20%, на 60%, нет, но что-то с ним происходит, какое-то изменение. А если он не принес рассказ? То есть надо обязательно принести. Конечно, да. То есть Я хочешь за не это- хочешь, надо написать. Ну, у нас щадящие требования. Мы должны, прозаик должен написать за 5 лет 70 страниц. Это не Ну так это много. нормально, да. Это немного, да. И, в общем, это... Ну тем более, если человек учится, конечно, Конечно, если, да. в Ну, институте, пусть... есть такие разгильдяи, которые и этого не могут, но они везде есть, и, Ну, это так да. сказать, да, это, с каждым мы как-то работаем, да. А, Михаил Михайлович, а вам в вашем становлении как писателя, как раз с точки зрения языка, кто помогал? Ну, много. Я вот, мои учителя, это вот упоминавшийся Набоков, Андрей Платонов, Юрий Казаков, как казалось бы, разные такие, разные фигуры. Бунин, конечно же. И про Толстых, Достоевских говорить не будем, потому что считать их своими учителями это некоторая наглость. Ну вот тех, что я назвал, да. Это по большей части. Одно время Андрей Платонов очень сильно влиял. Но у него такая заразительная стилистика такая. Хочешь. А вот баловни судьбы вашей поэзии, по-моему, она очень как-то кинобоковская Да, да, с да. точки зрения мифологической. Да, это правильно говорите, да. Это попали 100%. Но это еще ведь, вот я просто, ну, как бы примерно ваша ровесница, это было ведь еще очень интересное время, когда вот, ну, сразу на нас, да, вот как бы вывалилось, или как это сказать, очень много имен раньше неизвестных, и они были все разные, да, вот Набоков и Платонов, и в принципе это ты читаешь вот в одно время, да, для себя их открываешь вот, ну, почти одномоментно, и еще там много-много всего, это вот был какой-то такой, я не знаю, пир какой-то вот, ты для себя открывал, и все это одновременно. И это ведь, наверное, тоже как-то вот сказалось, да, на вот тех писателях, которые вот оказались в это время молодыми. Вот Ну, такое разнообразие там нового. еще были другие. Был Гомер, Ну, был это Софокл. Вместе. У нас же античка идет на первом да, курсе. да. У нас очень требовательные мать и дочь, такие Гвоздевы есть. Они действительно гвозди бы делать из этих людей. Они такие требовательные, что их трясутся все студенты. И это хорошо, потому что античку надо знать. Надо. А потом постепенно подходишь к новым временам. Ну тут какая книга раньше на тебя сама набредет. Так что у нас же есть еще семинары по текущей литературе. Это там обсуждается то, что в данный момент вышло из печати, да. И там тоже идет огранка таланта. То есть, да, в общем, многими разными способами мы как-то там их так теребим, чтобы из них что-то выросло. Да, интересно. Так, пожалуйста, еще вопросы? Угу. Вы знаете, это действительно проблема, да, это правда, это проблема. Да, это и сейчас чуть меньше, чем, скажем, лет 5 назад, но все равно очень много. Это есть такой автор фэнтези Анджей Сапковский, который написал серию про Ведьмака. Это очень популярная. У него есть теоретическая книга о жанре фэнтези, которая называется так: «Нет золота в серых горах». То есть это в общем, но в оправдании этой серии надо сказать, что лучшие этой фэнтези, я бы сказал, что лучшие книги все равно очень хорошие. То есть, но дело в том, что это их сейчас их тьмы и тьмы, миллионы и миллионы. А я вот очень люблю Урсулу Ле Гуин. Правая рука тьмы, Мур как волшебник земноморья. Там. Это хороших, не говоря уж про
«Властелин колец» и всех инклингов, которые сочиняли во время войны все это в Англии. Но когда открываешь рукопись, а там фэнтези, ну, становится грустно. Очень трудно прорваться. Мир этот иллюзорен, значительно более иллюзорен, чем мир реалистической литературы. И мы пытаемся как-то помочь. Все равно в логике этих текстов приходится разбираться, советовать они, чтобы они писали не очень плохое фэнтези, а просто плохое фэнтези. Ну, хоть какой-то. Потому что человек, если не способен он от этого освободиться сам лично, то ну, надо просто ждать, когда это произойдет естественным путем. Потому что запрещать, нет ничего глупее. Это фэнтези, это проблема, вы правильно говорите. Так, Татьяна Юрьевна. Мгм. Ну, это очень крупная фигура, да. Мой знакомый был в издательстве это самое, «Фламарион» в Париже. Он мне рассказывал, что там в простом разговоре с французским редактором возникло имя Геннадия Айги, как, ну, вот, он автор мировой литературы, я бы так сказал, да. Это очень крупная фигура и очень уважаемый человек. Так. Ну, тут я не специалист. Мое мнение будет такое, как бы куцое. Я несколько раз заключал договора по поводу своих электронных книг, потом куда-то эти ребята исчезали. Ну, в общем, это аудиокниги. У меня есть друг такой фотограф, он говорит, образование получил в пробках. Аудиокнигу включаешь с Ярославского шоссе, пока ты там едешь, там 2 часа в пробке постоишь, вот тебе и «Капитанскую дочку» прочитал. Так что мы тут обменивались мнением по поводу библиотек. Они все равно будут существовать, будут изобретаться новые виды общения с читателем. Я так считаю, что бумажная книга все равно никуда не уйдет. Ее позиции в мире, может быть, будут скорректированы, что-то еще, а книга вообще как способ рассказать. Что такое книга? Это способ рассказать историю. Люди никогда не перестанут слушать интересные истории. А как они их будут слушать? В аудиоисполнении, в электронной это будет книги, в бумажной. Это уже вопрос вкуса. Кому-то это нравится больше, кому-то это. Мне лично нравятся бумажные книги. Я их просто люблю. И лучший интерьер, кстати, не надо заботиться. Да и вообще посмотришь на стенку книг, с каждой что-то связано. Каждый раз это какое-то путешествие в прошлое, да. Ну вот на этой оптимистичной ноте мы закончим наш разговор, если больше нет вопросов. Спасибо вам, Михаил Михайлович, было прекрасно. И пожалуйста, если вы хотите получить автограф, у нас есть, ой, даже подарок у нас есть, классно. Это от библиотеки подарок вам. Да. У нас есть вот закладочки, да, вот приходите за автографом, сейчас обязательно фотографироваться тоже будем потом, да, вот когда вы кончите автограф-сессию, мы все вместе, или если вы хотите с кем-то, вы подходите. Пожалуйста, у кого есть на чем расписываться, сейчас я за ручку схожу.